Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие овны. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 24 по 30 октября. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так по знаку асцендента, либо по лунному знаку. Напоминаю также о том, что это все-таки общий прогноз, и не воспринимайте информацию буквально. Но в любом случае вы найдете все равно здесь для себя какие-то подсказки, советы. И также помните, ваша судьба только в ваших руках. Для обмена энергиями ставим лайки, подписывайтесь на мой канал. Итак, дорогие овны, неделя с 24 по 30 октября для вас события. Так, ребята, смотрим вместе со мной. Если я что-то пропускаю, напоминаю вам о том, что если я что-то пропускаю, заметили вы, обязательно пишите мне в комментариях, я вам отвечу, что может означать данное совпадение. Так, микрофончик. Смотрим. Угу. Есть первое совпадение у нас корона. Смотрите, это может быть общение с неким влиятельным человеком, властимущим, либо богатым человеком, либо представителем власти, какой-то, или какой-то специалист в какой-то определенной области. А давайте-ка мы посмотрим, что это у нас за дяденька такой. Ну, это мужчина в основном, в принципе. Либо такая женщина, знаете, с мужским волевым характером. Такая бой-баба. Так, либо очень такая властная и богатая женщина, влиятельная. Но с таким мужским характером твердым. Так, корона. Да, общение с влиятельным человеком. Вполне возможно, вам, может быть, нужна будет такая помощь от человека. Либо нужна будет помощь такого человека. Смотрите, что-то может быть касаемо либо интернета, что-то с интернетом связано, либо с удаленкой связано. Может, вам придется с каким-то начальством договариваться по поводу удаленки, либо есть у вас какие-то планы и мечты, и вы хотите как-то их осуществить, но придется с таким человеком вполне возможно общаться для продвижения к своей мечте. Так, 5. Есть у нас такое дело тут. Дальше смотрим. И здесь. Угу. Смотрите, есть у нас тут такая интимная постель, да, то есть интимная близость. Либо может быть какой-то отдых. Может быть у вас сейчас постельный режим, либо отдых, либо интимная связь. Может быть интимная связь с таким влиятельным человеком. Дальше. С влиятельным человеком, с человеком, который, ну, скажем так, влиятельный человек, интимная постель, с человеком, который, ну вот, либо богатый, либо начальник, либо вот он в своем кругу где-то, может, ну, достаточно, может быть, специалист какой-то в своей сфере, может быть, представитель закона, ну вот, может быть, у него профессия связана с этим, либо предприниматель, достаточно такой влиятельный, богатый человек. Дальше смотрим. Угу. Ага, вот у нас есть цветочек, свидание такое, да. Есть у нас такое свидание, встреча с влиятельным человеком и интимная постель. Так. Так, и сопутствующая у нас карта, цветочек голубенький такой, да, который говорит об исполнении желания. Вполне возможно, у вас были уже такие цели, мечты с таким человеком встретиться, и ваша мечта исполнилась. Дальше смотрим.
Либо есть такая ситуация, вообще просто исполнение желания. Есть какая-то встреча, есть какое-то, для кого-то это в отношениях, что-то касаемо отношений, свидание с влиятельным человеком, интимная постель. Для кого-то это может быть что-то связано с бизнесом. То есть будет встреча, которую вы когда-то запланировали, которую бы вы хотели, чтобы она произошла, вот, и она произойдет. Для кого-то еще может проиграться вот интимная постель, она еще может показывать не только интимную постель. То есть это человек, когда вот он заболел и дома, допустим, на больничной койке, либо просто захотелось отдохнуть или взять какой-то выходной, просто упадок сил захотелось вот, либо вот либо в сфере красоты куда-то захотели пойти там и там будете лежать, допустим, как к косметологу пошли, да, э, и на кушетке там какие-то делаете манипуляции, там, связанные с косметологией. Там. Реснички наклеить тоже. Мы же не сидя их наклеиваем. Так, ну такое, в общем, это такие подробности мелкие. Так, дальше смотрим. Ага, есть получение денег, смотрите. Встреча с этим человеком и получение денег. Либо просто получение, может, вам зарплату выплатят. Может, вам нужно какой-то на ваш бизнес какой-то деньги. Либо у вас муж влиятельный человек, и он вам даст на какие-то карманные расходы. Получение денег у нас тут есть ситуация. Так, дальше. Так. Так, есть у нас ситуация очень важная для вас в этом месяце. А, либо что-то оплачиваете раз в месяц именно в это время, либо, вот, допустим, коммуналки или какие-то счета там, допустим, или кредит у кого-то. Вот. Либо событие может какое-то для вас еще важное случиться через месяц, начиная, отсчитываете от сегодняшнего дня, то есть через месяц. Либо, либо очень значимое какое-то событие, из-за которого вы сильно переживаете, и оно произойдет именно на этой неделе. А что это за событие у нас? Давайте-ка глянем. Событие, из-за которого вы так сильно переживаете. Может, вы переживали из-за денег, получите вы деньги или нет. Или переживали из-за какой-то встречи с этим человеком. Получится ли у вас положительный результат? Ну, может быть, из-за этого, как вариант. Так, ну есть тут какие-то у нас переживания. Ну, смотрите, то, за что вы переживали. Если будете активно действовать, то получите... Смотрите, тут может быть ситуация какой-то удачи. Что-то вам, либо удача улыбнется, и все произойдет достаточно положительно, внезапно и резко. Вполне возможно, может быть, даже придется поконфликтовать в какой-то степени. Ну, как вариант тоже. Так, либо переживания могут быть. Так, как вариант. Для кого-то, ну, в принципе, все устаканится здесь. Для кого-то это что-то касаемо работы, для кого-то это поставить точку на чем-то. Для кого-то это, ну, тут могут быть какие-то еще ситуации такие. Для кого-то кто-то потерял работу. Вот вы боитесь, может быть, кто-то боится потерять работу или что-то потерять. Так. Смотрим дальше. Так. Так, ну что, будем смотреть, что у нас еще совпадает. Так.
Смотрим. Так. Мгм. Здесь у нас нет. А вот у нас есть еще надежды на лучшее. За что-то вы вот переживаете, но вполне возможно будут какие-то улучшения. У вас есть надежды, и, в принципе, они могут оправдаться. Так, дальше. Вот есть еще у нас новость, внезапная новость. Внезапная новость. Или звонок внезапный, или кто-то внезапно напишет. Так. Так. Угу. Так, домик мы не можем. Смотрите, какая-то новость по поводу, может быть, переживания по поводу каких-то событий в доме. Потому что мы эту карту перевернуть не можем. Переживания событий в доме. Так. Ну что, давайте-ка подытожим, что у нас тут получается. Так. А получается у нас, смотрите, в начале недели может быть какое-то свидание с влиятельным человеком, либо это может быть любой мужчина. Это обычно карта вот это вот говорит о мужчинах. То есть это может быть любой мужчина. Это может быть начальник, это может быть человек, от которого зависит, допустим, то, что вы вот надумали, допустим, есть у вас какое-то дело, может быть что-то в бизнесе, либо может быть любовник, допустим, у кого-то муж. Есть у вас такая ситуация встречи с таким человеком, с мужчиной влиятельным. Есть тут еще у нас показывает интимная постель, интимная встреча, интимная связь. Но есть еще внезапная новость по поводу денег, получения прибыли денег. Есть какие-то переживания, но переживания у нас по поводу дома, что-то по поводу в доме, по поводу дома, какие-то переживания. Но у нас здесь все, но есть надежды на лучшее, на какое-то улучшение ситуации. Вполне возможно из-за вот этих вот переживаний в доме. Но будут какие-то улучшения. Давайте-ка мы еще посмотрим. Совет для вас. Совет для овнов на эту неделю. Знаете, порой бывает вот так вот, не знаю, что делать, как правильно поступить. Ну, давайте-ка мы посмотрим совет. Совет овны на неделю с 24 по 30 октября. Каким же он будет для вас? Так, семерка Гавриила. Это у нас... Семерка Гавриила говорит о том, что отстаивайте свои убеждения, верьте в себя и утверждайте личную власть. Отстаивание своих каких-то интересов, своих убеждений, своего какого-то личного пространства, своего какого-то островка. Так, и шестерка Рафаила у нас еще говорит: обратите внимание на своего внутреннего ребенка, новые друзья или восстановление отношений, дети и детство. Вот такой для вас прогноз и такой для вас совет. Всем спасибо за просмотры, лайки, комментарии. Надеюсь, советы вам все-таки помогут. Пишите в комментариях, насколько данные расклады резонируют с вашими ситуациями и насколько помогают данные советы для вас, для ваших вот именно ситуаций. Опять-таки напоминаю, не у всех они, конечно, одинаково проигрываются, поэтому смотрите еще знак асцендента либо лунный знак. Все, всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии, всем пока-пока.